Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. С минуты на минуту, со дня на день. Что ждет, что будет. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, будет кровно и тревожно сейчас скрыто. Слышите? Так, какая интересная отсыпка. Смотрите, у вас в руках одни птицы. Птицы — это вести, это вестники, это новости, это какая-то новая информация, новые возможности. Смотрите, и с левой стороны, и с правой стороны, и все это в ваших руках. Но будете хозяйкой, повелительницей информационных потоков. К вам приходит и от вас, да, перенаправляется. Так, ну к этому мы вернемся попозже. Давайте пойдем вот из истоков, из корня рисунка. Смотрите, здесь вам два человека, может быть, одни пара, может быть, они вместе, а может быть, это совершенно два разных человека, будут предлагать какие-то действия, услуги, либо помощь. Смотрите, вы к одному повернетесь, а второго вы как отвергаете. Тот, кому вы повернетесь, в принципе, человек неплохой, благородный, но, возможно, как сил у него не хватает, либо не обладает он широтой полномочий и возможностями не обладает широкими. Вам нужна будет помощь именно двоих, да, либо нужно работать, сотрудничать, принимать, может быть, от двоих. Не от одного, а от двоих. Значит, и с тем поговорите. Договоритесь и с одним, и с другим. А возможно, как пусть один подстрахует другого, тоже как вариант. Чтобы у вас не было полурезультата, а был полный, целый результат, целостный, да, важно с двумя людьми договориться, либо с двумя людьми поработать, посотрудничать. Также, смотрите, у кого-то идет приглашение на встречу, на свидание. Причем вы не готовы, либо вы не расположены ходить на встречи, на свидания, но человек будет очень-очень настаивать. Но если вы женщина, да, мужчина будет вас куда-то приглашать. А если вы мужчина, то другой мужчина вас будет приглашать. В принципе, если вы пойдете, вы не пожалеете, вы очень хорошо проведете время, вы развлечетесь. И вот для женщин, да, идут цветы, идут подарки, идут очень какие-то, ну, я не знаю, шикарные рестораны, шикарные места. Да? Мужчина очень постарается для того, чтобы вас вот погулять, выгулять и доставить вам максимально удовольствие. Если вы мужчина, то ваш друг, да, либо вот, ну, товарищ, да, с кем вы пойдете там встречаться, общаться, вас приобщит к чему-то очень новому, интересному и очень полезному для вас. То есть эта встреча, свидание будет очень полезным для вас, для вашего будущего, либо для вашей какой-то ситуации. Однозначно нужно идти и не отказывайтесь. Даже если настроение не то, если вы не готовы, либо у вас были другие планы, все равно лучше идите. Так, а здесь кто-то из ваших знакомых, либо родственников, возможно, себя плохо почувствует, либо человек приболеет. Ну, здесь будут истерики по этому поводу. Человек упадет вам на ухо, будет жаловаться на то, что вот такая жизнь сложная, я болею, плохо себя чувствую, врачи никудышние, лекарства нерабочие, и все, вот конец мне приходит. Вам будет забавно слушать этого человека. Да, конечно, будете в каком-то моменте раздражаться, поучать будете этого человека, но куда деваться? Это же ваш родненький, близкий человек, придется все это выслушать. Так, здесь у меня человек, который якорь пытается закинуть. Ну, я так понимаю, это вы.
и вы в чем-то пытаетесь утвердиться, либо вы пытаетесь в чем-то укорениться. Может быть, в работе, может быть, в отношениях, может быть, в каких-то договоренностях. Смотрите, как-то вы неправильно этот якорь кидаете. Вам его нужно кидать в землю, а вы почему-то его в воздух кидаете. Может быть, вам стоит остановиться, присмотреться к этой ситуации. Может быть, это совсем не ваш вариант, либо он ничего положительного вам не несет. Да, эта ситуация ничего положительного не несет. К сожалению, вам не удастся добиться того, чего вы хотите, по одной простой причине. Это вам не нужно, либо это вам не полезно, либо вы не учли каких-то нюансов. Да? Вот не ваша эта ситуация. Здесь и подход сам по себе какой-то неправильный. И в принципе, да, вам это не нужно. Обратите внимание себе под ноги, да, посмотрите по сторонам. Под ноги — это значит то, что уже вы видите, то, чем вы уже занимаетесь. Здесь вас ждет рыбка. Причем рыбка, видите, сама крупненькая такая, сама к вам плывет. Да? Не гоняйтесь вы за теми журавлями в небе, а лучше вот присмотритесь к синицам, которые сидят у ваших ног. Здесь как прибыль очень хорошая идет, да, либо денежка очень хорошая идет. Вот прям в ноги к вам плывет. А вы вот видите, время тратите не на то, либо не тем занимаетесь. Так, здесь у меня человек, мужчина, скорее всего, ваш мужчина, либо влюбленный в вас мужчина. Смотрите, с букетом цветов, с какими-то действиями в вашу сторону. Для вас это будет неожиданно. Допустим, да, вы в паре, в браке уже 20 лет. Не привыкли вы, что мужчина вам прям дарит цветы. Не привыкли вы к подаркам, да, либо он давно вам ничего не дарил и ничего там для вас такого сверхъестественного не делал. А тут мужчину прорвет, прям захочется и поухаживать за вами, и уделить вам внимание. И вас это будет настораживать. Девочки, выдыхайте, ничего страшного не произошло. Просто у мужчины такое настроение. Вот ему хочется любить, ему хочется романтики, ему хочется вас, да, вашего тела. Вот, что сказать, да, соскучился. Вот наконец-таки мужчинка осознал, да, что за женщиной, за своей нужно ухаживать. Вот, прям романтические моменты ждут. Если никакого мужчины у вас нет, то готовьтесь к тому, что знакомый вам мужчина начнет за вами очень напористо ухаживать. Опять же, да, цветы, подарки, какие-то приглашения, прям признание, да, и, кстати, может давать волю рукам, то есть обнимать, к себе там прижимать. У него прям в голове пожар, да, вот желание физическое, вот это плотское желание, животное желание. Но что поделать, свели мужика с ума, он уже не может ни держаться, ни сдерживаться. Вот, опять же, шок. Я вижу шок. Вы смотрите на него и думаете: Господи, а что мне делать? Как мне правильно поступить? Девчонки, если мужчинка вам нравится, почему нет? Почему нет? Позвольте себе этого счастья. Если вы категорически настроены против этого мужчины, так ему прямо в лоб и скажите: так, дружочек, очень приятно, но ты не мой вариант, да, либо ты не в моем вкусе. Желательно придумать, что сказать, что-то отрезвляющее, да, чтобы у него там не осталось надежды, да, что он может вас уговорить. Если вдруг у него такая надежда останется, девчонки, но он вам проходу давать не будет, он вас будет брать измором. Вот здесь вас четко предупреждают. Так, дальше идем. Какие-то важные перемены вас ждут в вашей работе, либо на вашей работе. Перемены пойдут свыше, да, от руководства пойдут перемены. Здесь какая-то селекция происходит, либо какой-то отбор. Может быть, даже какой-то конкурс будет проходить там среди сотрудников. Есть люди, которые хотят выиграть, да, либо которые там в первых рядах участников, а вы сомневаетесь, либо вообще не настроены на то, чтобы себя проявить, да, либо принять участие в этом мероприятии. Смотрите, кто-то из руководства лично к вам будет подходить и говорить: почему ты не участвуешь, да, либо почему ты не подаешь свое там заявление, либо желание, да, у тебя нет занять ту или иную должность.
Вот человек вам прям так и скажет: я давно за тобой наблюдаю, я вижу, какой ты хороший сотрудник, насколько ты профессионал там высшего уровня, я за тебя болею, да, я хочу, чтобы ты, именно ты, да, выиграл. Вот добрые слова подстегнут вас к конкретным действиям. Готовьтесь к тому, что вы 100% выиграете, но при этом в лице своих вот нерадивых, скажем так, коллег-конкурентов наживете пару врагов. Такое будет, девочки. Мальчики, да, вот кто будет. Они вас изначально побаивались, либо изначально вот чувствуется разница между вами и этими людьми. Но поскольку вы себя вели очень тихо, спокойно и скромно, они как бы на вас особого внимания не обращали. Что может быть? Могут быть всякие подстёбы, могут быть всякие там вбросы информационные по поводу вас, по поводу ваших там профессиональных навыков. Вот. Главное, ни перед кем не оправдывайтесь, как говорится, лицо кирпичом, делайте свое дело. Они вот тут повозмущаются и успокоятся. Вот. А вы и должность получите, либо прибавку получите, либо возглавите какой-то проект. Да? Вот вам улыбнется удача. Так, еще для тех, кто работает сам на себя, вам поступит какое-то очень интересное предложение, как новый контракт, новые какие-то деловые связи, да? Либо, опять же, да, поучаствовать в чем-то, какой-то тендер может быть. Не бойтесь вы своих конкурентов, не бойтесь попробовать себя, попробовать свои силы. Смотрите, именно вам вот улыбнется удача. Вот как случай, удача, да, вот на вашей стороне. Если испугаться, вы будете наблюдать, как другие люди получают все и сразу, а вы, как всегда, будете на своем месте сидеть. А вот если вы попробуете, во-первых, вы попробуете свои силы, во-вторых, у вас 100% получится, вы будете очень-очень довольны этим. Так, еще, если вы работаете с документами и с бумагами, здесь вот прям вас засыпят бумажками, причем сверху будут сыпать. Да? Скорее всего, ваше руководство принесет вам кипу всяких документов, скажет: а ну-ка, давай-ка быстренько со всем этим разбирайся, подготовь там отчет, там какие-нибудь там декларации. Да? В общем, работай, занимайся. Очень много бумажной работы идет. Либо работа, вот бумажки перебирать. Мои хорошие, здесь от вас потребуется и выдержка, и внимание, и все ваши качества. Старайтесь высыпаться, старайтесь, может быть, какие-то витаминчики попринимать, чтобы головушка хорошо работала. Потому что здесь большой риск, да, вот ошибок. Либо вам нужно будет выявлять, находить чужие ошибки, а это еще сложнее. Поэтому, мои милые, работы будет много, но я вижу, что у вас все равно вот как удача идет. То есть вы совсем справитесь и премию себе заработаете, похвалу себе заработаете. Вот прям как звездочку от начальства себе получите. Хороший момент. Хоть и не просто, но вы, главное, в себя верьте, да, у вас все получится. Так, дальше идем. У кого мужчина в семье, придет какой-то документ, грустный документ, либо документ, который, извините, скажу, как вижу, да, вот вы расстроитесь из-за этого. Бумажка приходит, и там что-то написано, вот именно про мужчину, либо для мужчины что-то негативное написано. Вам будет грустно, ему будет грустно, и даже как боитесь вы, возможно, вдвоем чего-то. Документ придет, но он какой-то просто под собой ничего не имеющий. Либо то, что написано в этом документе, никогда не будет исполнено. Вам нужно будет предпринять какие-то действия, какие-то звонки, либо кому-то куда-то нужно будет идти, вот договариваться, проговаривать. То есть там можно все порешать. Главное действовать. И главное будет не потерять драгоценное время. Как только вы получаете этот документ, должны быть действия. То есть, вернее, даже какая-то серия действий. Я думаю, что кто свою ситуацию узнает, тот поймет, что нужно делать. Не сидите, не грустите, уж тем более там не страдайте, не рыдайте, а действуйте. Вы вдвоем будете действовать, либо вы сообща будете действовать. Этот документ, он вам не страшен. Да? Вот никакого негатива не случится. Только испуг идет. Так, дальше. Кто-то будет заниматься оплатой счетов, либо какими-то закупками, покупками. Проверяйте суммы, проверяйте чеки, проверяйте
ценники, да, может быть, на ценнике одна цена, на кассу приходите, а там оказывается совершенно другая. Вот. Либо вы делаете оплату, а вам там чек насовали кучу там позиций, товаров, которые вы не покупали. Будьте поаккуратнее и сдачу тоже, вот сдачу проверяйте. Почему-то идет, что может быть мошенничество при покупке, при отоваривании, да, либо при оплате чего бы то ни было, как мошенничество. В данном случае, как вы можете потерять, да, либо потом очень как грустно себя почувствовать, проверяя дома чек, там, наличие товаров, остаток денег, да, вот какие-то моменты с деньгами могут быть. Так, еще кто-то будет покупать подарок. Подарок вы будете покупать, кому-то будете покупать, близкому человеку, просто знакомому. Подарок, какой-то презент получается, да. Смотрите, не морочьте голову, потому что я вижу, что вы такой человечек, озабоченный в этом плане. Вам хочется прям угодить на все там 1000000%. Но так не бывает. Тот человек, кому вы покупаете, ему вообще не важны эти подарки, ему важно ваше внимание. Вот что именно вы вспомнили, да, о мероприятии, либо о день рождения, и вот, ну, даже, не знаю, любой брелок купите, там, маленький, подарите, человеку будет приятно. Не заморачивайтесь. Не надо вот этих болезненных головоломок, да, купите то, что было бы, например, приятно вам. И все, человек будет очень-очень доволен. Так. Дети, у кого дети школьники. Здесь могут быть вопросы в школе. Какое-то раздражение у вас, я вижу, не от ребенка, да, либо не от ситуации, а именно школа. Школа, учителя, возможно, какие-то будут собирать, не знаю, деньги, либо что-то вот в школе будет происходить, вот какие-то не очень хорошие новости можете получить. У вас возмущение прям волной идет. Мои хорошие, это система. С системой бороться, ну, извините, это себе в ущерб, да, там не повлияешь, там не поменяешь. Поступите так, как они хотят. Вот сделайте то, что они хотят, да, либо что они просят. Поверьте, так будет лучше. Дальше. Кстати, могут быть даже у школы претензии к вашему ребенку. Ну, допустим, да, нашкодил, там, не выполнил уроки. Да, вот они могут говорить, вот, ваш ребенок такой, там, сякой. Там. Мои хорошие, это придирки. Идут именно придирки. Это не то, что ваш там ребенок самый худший. Нет, придирается, преподаватель придирается. И в данном конкретном случае лучше разобраться именно с преподавателем. Да, в чем причина? Ты взрослый человек, ты придираешься к маленькому ребенку. Ты педагог, да, ты специальный университет заканчивал, да, для того, чтобы иметь специальное образование и работать с детьми. Какими бы они ни были, послушные, проблемные. Если ты не справляешься, ну что тогда? Значит, с тобой проблема. Вот, встаньте на защиту своего ребенка, пожалуйста. Так, здесь какие-то попрошайки вокруг вас будут ходить. Простите за слово, да, но люди будут от вас просить либо деньги, либо какого-то участия, либо физического вложения. Прям просят, причем так неожиданно, вот прям подкатят к вам, и вы не готовы, либо вам нечем помочь, и они прям с такой помпой, что как ты не хочешь нам помочь, как же так, ай-яй-яй, а мы же родственники, а мы же там друзья. Мои хорошие, шлите всех подальше, просто шлите, не бойтесь. Тут какие-то оборзевшие, обнаглевшие, вот. Смотрите, вы ничего плохого не делаете. Это они хотят от вас. Это они от вас просят. Тем более, вот, с какого это рожна они будут диктовать вам свою волю, либо вас вот, как, чем-то, да, в чем-то обвинять. Зачем? Посылайте подальше. Будет у вас настроение помочь этим людям, будет у вас время, поможете. Нет? Ну так идите дальше, идите лесом. Так, переписка, либо какое-то знакомство идет. Вот сети, интернет. Новое лицо, новый человек. Очень, кстати, интересно. Девчонки, кто постарше, кто без отношений, но вы чисто развлечься, да, вот не то, чтобы вы там серьезно искали себе пару, мужчину в интернете. У вас это как развлечение идет. Слушайте, с таким чудным мужчиной познакомитесь.
Он такой веселый, он такой необычный, вот прям смешить вас будет. Вы столько положительных эмоций получите в общении с этим человеком, но очень понравится, очень. Не отказывайте себе в этом удовольствии, не пожалеете. Вот пообщавшись, поулыбавшись, посмеявшись, позитивный заряд у вас идет. Так, а кто занимается усиленно своим здоровьем? Здесь либо вы каких-то специалистов проходите, либо какие-то анализы сдаете, какие-то перипетии у вас, да, по здоровью. Смотрите, готовьтесь к тому, что будут, не знаю, куда-то вас направлять, перенаправлять, либо, знаете, как могут даже оплату за что-то попросить. Будете бодаться, значит, с этой медицинской системой, отстаивать себя, либо отстаивать свои права. Ну, мытарство. Одним словом, какие-то мытарства вас ждут. Но вы не сдавайтесь, вы проходите, потому что это важно. Вот это ваше здоровье, это ваше будущее. Не сдавайтесь, проходите. Может быть, какая-то одна паршивая овца вам попадется. В целом люди вам неплохие попадаются. И люди, несмотря на то, что они там по характеру противные, дело свое знают. Понимаете, дело свое знают, работу свою делают. Да, может быть, отношение какое-то, знаете, такое вот предвзятое, либо наоборот, там, да, усталость, там, могут вам высказать. Ну, не конкретно вам, да, а вот как посетителю, как пациенту, что типа задолбали, тут все бегают постоянно, все что-то хотят. Да, вы можете такое услышать. Но пусть вас это не смущает, все равно те специалисты, к кому вы обращаетесь, очень хорошие, грамотные и работу свою и знают, и делают правильно. Так, еще момент. У кого есть проблемы, вот кожа, мне что-то ваша кожа не нравится, может быть, как аллергическая реакция, какие-то высыпания, либо реакция на климатические условия. Могут быть с этим проблемы. Вы уж там, если холодно, пожалуйста, крем пожирнее на ручке, там, перчаточки одевайте. Если у вас аллергия, старайтесь воздержаться от продуктов, которые вызывают эту аллергию. Потому что кому-то прямо из девчонок неприятный сюрприз. Да, обсыпать может, либо ручки потрескаются. Прям неприятно может быть. Следите за этим. Вот такие дни у вас дни как риска, да, что и обсыпать может, и другие неприятности могут быть с кожей. Вот следите за этим. Девчонки, у кого проблемы, ну, допустим, да, ноги, да, у кого-то вот прям ногу показали, как, возможно, с пяткой проблемы, какие-нибудь там шпоры, эти, как трещинки на пятке могут пойти. Вы уж тогда идите к специалисту, как они вот, те, которые ноги с ногами работают. Господи, прям же забыла. Кто педикюр делает, да, педикюр, вот пусть вам там либо чистку сделают, либо какие-то препараты, может быть, там смягчающие. Вот надо заниматься, чтобы ножки ваши не болели, и чтобы вы ходить могли, вот, чтобы не было дискомфорта. Так, и еще момент. Здесь очень кто-то хочет попасть к вам в дом, либо наоборот вас пригласить в свой дом. Вам тут приглашение, да, приглашение. Либо человек напрашивается, говорит, вот пригласи меня к себе. Либо я очень хочу к тебе прийти. Либо вас вот прям приглашает, зовет к себе домой. А у вас то ли времени не хватает, то ли, знаете, как его там убирать не хочется, готовиться не хочется. Вот такой момент и вижу. Мои хорошие, но гости это всегда хорошо, общение это хорошо, одиночество плохо. Подумайте об этом. Так, ну птицы, очень много информации, очень много новостей. Смотрите, и вы получаете новости, с кем-то делитесь этими новостями. У вас в ближайшие вот дни просто сплошная коммуникация. Разговоры, разговоры, разговоры. Разговоры все дельные, да, информация вся дельная. Пустого мало, никчемного мало. В основном все ценное, полезное и очень важное. Как говорится, будете на связи. И с вами на связи, и вы с вашим окружением тоже на связи. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.